Ветераны десантных войск и те, кто совсем недавно вернулся со срочной службы, многие с детьми и обязательно в голубых беретах и с флагами войск дяди Васи. Именно так в память о командующем Василии Маргелове аббревиатуру ВДВ расшифровывают сами десантники. 87-ю годовщину со дня создания по традиции начали торжественным митингом у памятника «Скорбящий воин». В этом году заложили и новую традицию. Первый раз утром 2 августа десантники собрались в храме, где прошла поминальная служба по погибшим товарищам. Глава республики отметил, что бойцы Крылатой гвардии всегда с доблестью и отвагой выполняли боевые задания. Много тех, кто остался на полях сражений. Тех, кто не вернулся, выполняя интернациональный долг. Тех, кто с честью выполнили свою воинскую обязанность. Вечная память и слава погибшим. Давайте почтим их память минутой молчания. Сразу после минуты молчания к главе обратился один из десантников – Иван Огнев, силой своей воли вставший на ноги после тяжелейшей травмы, полученной в автокатастрофе, и ставший знаменитым как совершивший 60-километровый заплыв по Вычегде 2 года назад. Он попросил оказать помощь Кочпанскому психоневрологическому интернату. Там много детей, которые на колясках не могут даже, мне пешком тяжело ходить там. Будьте добры, сделайте. Вы сделаете? Обязательно сделаем. В этом году. После возложения цветов к скорбящему воину и вечному огню праздник продолжился уже на аэродроме села Карткюрос. Организаторы создали атмосферу не столько воинского, а настоящего семейного торжества, где все нашли веселье по душе. Из страйкбольной копии пулемета Калашникова решился пострелять и глава, кстати, с легкостью поразив мишени. По собственному признанию, 2 августа для него праздник особенный. Не зря он приветствовал десантников в тельняшке. Руководитель региона тоже прошел службу в ВДВ в бригаде спецназначения. Но только пройдя тяжелый, сложный путь и сделав многократно огромное количество прыжков, можно было с гордостью носить берет и тельняшку. Слава ВДВ! С праздником! Ура! Конечно, глава вместе с остальными гостями отведал и пирогов, испеченных матерями погибших десантников. В этом году на столах ароматом притягивали 14 кулинарных шедевров. Как говорят их авторы, все сделано исключительно от души. Так каждый год женщины отмечают этот праздник за своих воинов. Это же самое вкусное у детей лакомство. Раньше пекли очень часто, каждые выходные. Это сейчас уже разленились, народ разленился, потому что все, как сами знаете, есть кругом в магазине. Раньше каждый день что-нибудь новенькое, а выходной что-нибудь вкусненькое, да, покрупнее. Сын очень любил у меня печь, сам умел печь. К полудню даже хмурое небо сделало десантникам подарок, став прозрачно-синим. Однако 2-й год подряд из-за технических проблем праздник прошел без прыжков с парашютом. Хотя желающих вспомнить армейскую молодость было немало. Прыжки для любого десантника – главная цель службы. После армии прыгал, но вот, пользуясь случаем, можно попросить наше руководство города, там, не знаю, республики, чтобы, может быть, как-то внимание уделили все-таки этому моменту. Сергей Анатольевич сегодня был на празднике. Может быть, в следующем году у нас что-то получится прыгнуть не только тем, кто служил, но и новым подрастающему поколению. Впрочем, несмотря на это, День крылатой пехоты вновь прошел на ура. Со сцены звучали авторские песни о самолетах и парашютах, десантники с радостью встречали товарищей, общались и вспоминали службу под символичными куполами. А на спортивных площадках доказали, что хоть сегодня любой из них готов встать в строй. Константин Куратов, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар, Карткюросский район.